В Чехии прошел чемпионат и первенство Европы по пауэрлифтингу в дисциплине троеборья. Спортсменки из Коми, воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва номер 2, вернулись с медалями. И в нашей студии сегодня Александр Дерягин, исполнительный директор Федерации пауэрлифтинга Республики Коми, мастер спорта международного класса. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. И также с нами Маргарита Васильева, собственно, одна из героинь, серебряный призер чемпионата и первенства Европы по пауэрлифтингу этого года, мастер спорта России. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем. Александр, расскажите, кто вместе с Маргаритой защищал честь страны и республики? Ну, честь страны и республики представляли два спортсмена наших. Это Екатерина Братусь, уже более опытный спортсмен, и Маргарита Селева, которые попали в основной состав сборной России и приняли участие в чемпионате Европы. Какие результаты? Давайте расскажем телезрителям про медали. Маргарита у нас заняла 2-е место. Екатерина Братусь стала 3-й. Маргарита, это такие первые серьезные для тебя были соревнования? Нет, это у меня второй международный старт. Первый был по юниоркам, сейчас уже по взрослым. В приседании нам покорились 177,5 килограмм, в жиме лежа 107,5 килограмм и в тяге 157,5 килограмм. То есть 77 это она присела за... Да. Надо еще сказать категорию. Да, я выступала в категории до 52 килограмм. Мне интересно, сколько же нужно тренироваться, чтобы вот добиться такого результата? Ну, я занимаюсь с января 2016 года, то есть совсем недавно. Ого. Александр, как вообще проходила подготовка? Как девчонкам? Сколько было тяжело? Может быть, какие-то специальные тренинги для них проводились? Ну, тренировки проходят на базе из Дюшор-2. База, конечно, соответствует. Новый зал хороший. Тренировки идут в режиме 4 тренировки. Маргарите приходится совмещать и с работой это все. Нагрузки большие, конечно. Маргарита, как пришла в пауэрлифтинг вообще? По стопам брата. У меня начал брат заниматься в 2015 году, и так получилось, что меня тоже пригласили. Я долго отказывалась в связи с загруженностью на учебе, а потом решила все-таки прийти. И так и осталась. Ну, здорово. А вообще на чемпионате кто были вот нашими самыми главными, основными конкурентами? Кто вот вообще сейчас в пауэрлифтинге, скажем так? Украина. Украина? Украина была сильнейшим. Что было самым сложным для тебя лично на этом турнире? Перелет. Перелет был, он вообще сказался на самом деле сильно. Ну и первый взрослый старт. Это была ответственность высокая. И на самом деле получилось не то, что хотели, но в принципе мы удержались в двойке, как и планировали. Ну, молодцы, что хотя бы поднялись на пьедестал, это уже, по-моему, достижение хорошее. Конечно. Когда следующие соревнования? Следующее соревнование в сентябре. Это первенство мира. Он будет проходить в ЮАР. Ну, я надеюсь, что там все-таки доберетесь уже до первого места. Конечно. Постараемся. Александр, как вообще у нас дела у Федерации Республики обстоят? Я так понимаю, что, судя по результатам девушек, мы не то чтобы впереди планеты всей, но, по крайней мере, где-то в хорошем счету. Республика, сами знаете, давно богата силовыми результатами, так скажем. У нас, на самом деле, за небольшой период в республике воспитано очень много людей. Заслуженный мастер спорта Виктор Хурашин. 18 спортсменов имеют разряд мастер спорта международного класса. Более 100 мастеров спорта воспитано. Ну что же, это спорт очень популярный в республике. Люди северные любят силу. Спорт совершенно демократичный. Минимальный набор, так скажем, нужен в зале. И тренировки, упорность. Сейчас, правда, федерация еще берет для себя новое направление. Мы хотим в общее соревнования включить спортсменов пода, потому что они брошены у нас в республике, так скажем, один старт всего в году. И для того, чтобы объединить спортсменов, они будут выступать у нас с октября месяца, первый старт чемпионата республики, они будут в общей линейке выступать со здоровьем. Отдельным потоком, правда, но в дни соревнований общие будут проводиться. Это хорошо. Маргарита, в заключение. Вот ты такая хрупкая, милая девушка, маленькая. Сложно представить, что ты понимаешь, там 177 килограмм в приседе, это в несколько раз больше, чем твой собственный вес. Что ты можешь сказать вот девушкам, которые думают, нет, это не женский вообще вид спорта? Нет, ну, на самом деле каждый выбирает свое. Мне этот вид спорта понравился, у меня там все получается, и поэтому мы не бросаем. Мы не достигли всех вершин, поэтому будем тренироваться, готовиться и, надеюсь, приедем медалями в сентябре. Что, желаем побед и еще раз побед. Спасибо. Всего хорошего, удачи. До свидания.